Наш эфир продолжит брифинг по кормозаготовке. Узнаем, как проходит кампания кормозаготовки в республике. Предлагаем послушать. По оперативной информации на 5 августа текущего года всего фактически заготовлено 153 тысячи тонн сена, что составляет 34% от доведенного плана и 66% от соответствующей даты прошлого года. Этот объем составлял в прошлом году 234 тысячи тонн сена. Отставание от прошлогоднего года на 80 тысяч тонн. По фактическому объему заготовки сена наибольшее отставание от уровня прошлого года допущено в Имаконском, Горном, Усалданском, Мирнинском, Тюраптинском, Томпонском, Намском улусах, где заготовлено сено от 13 до 50% соответствующему периоду прошлого года. Всего организовано более 130 мобильных бригад, из них фактически выехали на дальние участки 103 мобильных бригад. И если рассмотреть по районам, в Вилюйском районе на текущую дату на сенокос на дальние участки вышли 13 мобильных бригад. На отчетную дату данные бригады заготовили 616 тонн. В Мигно-Кангаласском переехали 8 мобильных бригад, заготовили более 400 тонн. В Нюрбинском тоже 25 мобильных бригад, они заготовили более 500 тонн сена. И в Сунтарском районе тоже на отдаленные участки вышли 10 мобильных бригад, заготовили более 100 тонн кормов. В Усмайском, Хангаласском районах тоже выехали мобильные бригады, они тоже заготовили более 500 тонн сена. И на территории города Якутска мобильная бригада ООО «Экоферма Туймада» заготовили 300 тонн сена. Всего мобильными бригадами заготовлено 2800 тонн. Согласно заявкам районов, общий планируемый объем заготовки сена мобильными бригадами на дальних сенокосных угодьях составит более 35 тысяч тонн. Данный объем частично закроет общую потребность по недостающим объемам. Кроме того, у нас имеется в запасе 17 тысяч тонн остатки прошлого года. На данный момент Минсельхозом Республики тоже мы подготовили проект постановления правительства Республики о распределении иных медбюджетных трансфертов для финансирования расходов по заготовке кормов мобильными бригадами на дальних участках. Далее мы прорабатываем вопрос по другим направлениям. Это у нас по предварительным данным планируется завоз кормов из Амурской и Магаданской областей. Всего 17 тысяч тонн. Здесь участвует, это Усалданский улус, они будут закупать сено с Амурской области около 8 тысяч тонн. Далее Чураптинский улус тоже они планируют, они предварительные договора тоже заключили с хозяйствами Амурской области. Также продолжается работа по сбору первичных документов по оценке ущерба от гибели растительности на сенокосных угодьях. Срок был установлен до 13 августа текущего года. На данный момент во всех районах созданы рабочие группы по сбору первичных документов. Со стороны Минсельхоза Республики по всем районам закреплены ответственные работники Минсельхоза Республики. И по оформлению первичных документов, по возникающим вопросам сотрудники Минсельхоза проводят консультации. Первичные документы по ущербу от засухи мы должны сдать Минсельхоз России для рассмотрения возможности выделения финансовых средств из резервного фонда правительства Российской Федерации для компенсации нашим сельхозтоваропроизводителям. Таким образом, правительством и Минсельхозом Республики принимаются следующие меры. Это в основном по 3 направлениям. Первое направление, это, как я уже озвучил, со стороны правительства республики, это будет оказана финансовая поддержка по расходам мобильных бригад. На эти цели предусмотрено в госбюджете республики 34 миллиона рублей. Недостающую сумму в порядке 15 миллионов рублей в эти дни решается за счет средств программы развития сельского хозяйства. И второе направление – это идет подсчет по затратам транспортных расходов, в частности по перевозке кормов. Это межулусные поставки
и извне республики возможность финансирования за счет бюджета до открытия зимника. Остальную часть суммы по перевозке кормов планируется заложить в бюджет 2022 года. И третье направление, как я уже озвучил, это уже работа с Минсельхозом Российской Федерации по сбору первичных документов с последующим рассмотрением возможности выделения финансовых средств из резервного фонда правительства Российской Федерации. Это был брифинг по кормозаготовке, а мы идем далее. Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И вот основные темы. Айсен Николаев запретил брать отпуск главам тех муниципальных образований, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Руководство Мирнинского района обратилось к местным работодателям с просьбой сократить рабочий день для сотрудников. В студгородке СВФУ открылся новый сезон проекта Open лекции. Расскажем об этом подробнее. Айсен Николаев запретил брать отпуск главам тех муниципальных образований, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Об этом он заявил сегодня на очередном заседании оперативного штаба. Глава отметил слабую работу районных оперативных штабов и сделал замечание администрации Мирнинского района, где возросло количество случаев заболеваний из-за несоблюдения ограничительных мер. В связи с этим он распорядился отменить все отпуска и выезды глав муниципалитетов, в которых наблюдается сложная эпидситуация. В целом ситуацию глава республики назвал сложной. По видеосвязи он ознакомился с ситуацией на местах и отметил ухудшение эпидемиологической обстановки в Мирнинском, Алданском, Нерюнгринском, Сунтарском и Татинском районах. Николаев выразил уверенность, что от темпов вакцинации напрямую зависит эпидемиологическая ситуация в целом и поручил главам районов в срок до 15 августа привить 70% взрослого населения. Кроме того, он дал поручение взять на контроль подготовку к учебному году, организовать личное участие руководства администрации, глав поселений в приемке школ. В целом 148 новых случаев коронавируса зафиксировали в Якутии за сутки. Из них 83 случая обнаружили в столице республики, 12 в Мирнинском районе, 9 в Алданском, 5 в Ленском, 4 в Мегино-Кангаласском районе. По 8 заболевших зарегистрировали в Нерюнгринском и Сунтарском районах, по 2 в Алайховском, Вилюйском, Нюрбинском, Татинском, Усть-Алданском и Хангаласском районах. Единичные случаи коронавируса зафиксированы в Абыйском, Амгинском, Булунском, Верхоянском, Намском, Аймиконском и Чурапчинском районах. Продолжает увеличиваться количество больных на наших койках, именно которые переносят заболевания более тяжело. На настоящий момент в целом в республику поступило 307 055 доз вакцин. 4 августа 2021 года поступило 10 200 гамковида, так называемого в целом, в понимании «Спутник Ви». В связи с чем мы приглашаем вас на вакцинацию в наши вакцинальные участки. Алданский район переместился на вторую позицию в республике по случаям заражения COVID-19. Рост коронавирусной инфекции отмечается в семьях, и это только начало, отмечают специалисты, так как первая волна отпускников уже возвращается домой, рассказывает Руслан Павлов. Очередная партия вакцины 1000 доз, и на этот раз это «Спутник Лайт» прибыла в Алданский район. Вакцина однокомпонентная, легко переносимая, и медики надеются, что это будет способствовать продолжению активной вакцинации населения. С другой стороны, Роспотребнадзор начинает ужесточать меры группам риска, для которых прививка обязательна. Постановлением главного государственного санитарного врача по республике Саха-Якутия номером 3 определен перечень декретированных лиц, которые подлежат обязательной вакцинации. Если человек отказывается от вакцинации, то его должны отстранить от работы, так как ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекции оставляет желать лучшего. И, соответственно, руководители и организации, которые не будут выполнять требования этого постановления, будут привлечены к административной ответственности по статье 6.3 части 2, и материалы направлены в суд для принятия решения.
Строгие меры связаны с ростом заболеваемости коронавирусом. Алданский район уже второй после Якутска в рейтинге выявления COVID-19. Рост в основном у нас идет из-за реализации семейных очагов. То есть люди отказываются от госпитализации, остаются дома, условий для самоизоляции нет и заражают своих родных и близких. Борьба с инфекцией продолжается, и сегодня все взоры направлены в сторону системы образования. На носу новый учебный год, а педагоги и обслуживающий персонал школ до сих пор с недоверием воспринимают вакцинацию. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. Перейдем к лесным пожарам. 167 очагов действуют на территории республики. Огнем охвачено почти 3 миллиона гектаров. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба сообщил Дмитрий Садовников. Тушится 61 пожар, локализовано 8, еще 8 обнаружено. За последние сутки удалось ликвидировать 19 очагов. На местах работает 2814 человек и 379 единиц техники. Между тем, в рамках межведомственного маневрирования проводится поэтапное увеличение группировки сил и средств. Всего привлечено 62 человека Федерального резерва лесоохраны. Для оказания помощи в тушении пожаров на территории Якутии также прибыли 105 человек сводного инженерного отряда Министерства обороны России. Сейчас они работают в селе Бясь-Куэль Горного Уса. На особом контроле штаба находятся населенные пункты, которым угрожает огонь. Это в Кобяйском районе село Ситта, в Верхневилюйском населенный пункт Каракый, Далыр, в Усть-Алданском районе Кылайи и Тампонском районе Ударник. В поселке Ударник сегодня по мере возможности вылетит вертолет с аэромобильной группой для помощи на местах по тушению пожара. Тем временем дорожники разрешили ездить по трассе Анабар. Движение на участке в сторону Удачного открыли. Проезд любого авто был запрещен со 2 августа из-за лесных пожаров. На всех возгораниях Мирнинского района работают огнеборцы. Самый большой пожар в 22 километрах от села продвинулся до поселка Чернышевский и каскада Вилюйских ГЭС. Там большая задымленность, как и в других населенных пунктах района. Чтобы снизить вредное воздействие, руководство района обратилось к местным работодателям с просьбой сократить рабочий день для сотрудников или же вернуться на время к удаленному режиму. Особенно на тех, прошу обратить внимание, которые имеют заболевания органов дыхания и другие хронические заболевания. По бюджетной сфере данный вопрос с нашей стороны уже рассмотрен, данные мероприятия отрабатываются. Просим промышленные предприятия, предприятия недропользователей, государственные предприятия рассмотреть данный вопрос в срочном порядке и принять необходимые решения. В целом в Якутии действует 178 термоточек. Сложная лесопожарная обстановка остается в нескольких районах. Например, в соседнем Сунтарском, где зарегистрировано 22 возгорания. В Горном районе 13 пожаров, в Кобяйском 8, в Вилюйском и Нюрбинском по 5, в Верхневилюйском и Намском по 4 лесных пожара. В Мирнинском районе 3 возгорания, в Ленском на 1 меньше. В Якутске собственник земельного участка по окружному шоссе привлечен к административной ответственности за отсыпку строительным и бытовым мусором. Как сообщили в управе строительного округа, если собственник желает поднять высоту участка, то должен отсыпаться песком. Строительный же мусор относится к 4-му классу опасности для почвы, как объекту охраны окружающей среды. Также в управе отметили, что продолжаются проверки на 9-м километре Хатын-Юряжского шоссе, где также были зарегистрированы участки, засыпанные строительным и бытовым мусором. Собственник как бы признал свою вину полностью, в ходе которого составлен протокол об административном правонарушении. По местному кодексу, да, по правилам благоустройства, у нас есть статья 625, в котором у нас прописано, что земельные участки, каждый собственник земельного участка отвечает за свой земельный участок. То есть, получается, они должны следить. Также недопустимо. Растут как грибы после дождя новые высотки Ленска. 3 месяца назад напротив адреса Портовская, 26 был пустырь. Сегодня уже виден 4- и 5-этажный железнобетонный каркас многоэтажных жилых домов. На стройке побывала наш корреспондент Анна Кожевникова. Мы находимся на самой масштабной стройке Ленска. Здесь возводятся 2 многоэтажных дома. Самая известная в Ленске строительной компании 3 семерки. Их жилье всегда качественное и соответствует всем ГОСТам.
Буквально в мае мы были на пустой площадке, которую только готовили к застройке. За 2 летних месяца тут выросло несколько этажей будущих, таких же красивых, как их предшественники, высоток Ленска. По проекту здесь планируется 168 квартир общей площадью 8,5 тысяч квадратных метров. Дома возводятся в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Это будет 1-, 2-, 3-комнатные и всего лишь 2 квартиры 4-комнатные. Квартиры были запроектированы в соответствии с квартирограммой, которую предоставила администрация города Ленска. На сегодня мы по одному дому имеем уже монолит по 5 этажам, на втором доме 4 этажа. Готовимся сейчас к следующему этапу, уже параллельно будем вести кладку наружных стен. Перебоя со строительным материалом нет, хотя цены поставщики повышают буквально во время закупки. Сегодня на объекте орудуют молотками и более тяжелыми инструментами 70 человек. После кладки наружных стен строители возьмутся за установку окон и утепление фасадов. А в зиму их ожидают внутренние отделочные работы. Ведь сдача объекта не за горами. Все дома планируют сдать сентябрь-декабрь следующего года. То есть этап 2021 года мы планируем завершить тоже, в тех сроках, которые нам обозначил глава республики. Для того, чтобы трудиться в зимний период, необходимо запустить тепло. Проблема с техподсоединением обозначилась еще весной. Слишком высокий тариф выставила ресурсоснабжающая организация. Пока вопрос остается открытым. Но ленчане уверены, что самая крупная строительная компания Ленска «Три семерки» сдаст дома в срок и в лучшем виде. Ведь впереди у них еще 2 объекта. 4 высотки возле пищепрома и 1 на перекрестке Чапаева и Пролетарской. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В студгородке СВФУ открылся новый сезон проекта Open лекции. В сквере профессоров Северо-Восточного федерального университета стартовал цикл научно-популярных лекций исследователей вуза. До конца сентября горожане смогут еженедельно посещать встречи на территории студгородка. Организаторы наметили 3 площадки для лекций. Это сквер профессоров в стадионе юности около общежития номер 66. Слушатели могут не только задать вопросы или пообщаться с лектором, но и принять участие в интерактивной части лекции. В рамках встреч запланированы мастер-классы. Open-лекции в этом году приурочены к 65-летию университета. Лекции будут проводиться по четвергам до конца сентября с 19:00. Художницы из Барнаула креативно подошли к решению проблемы выбоин на дорогах, создавая заплатки из мозаики. Девушки реализуют эту идею в рамках арт-квеста «Здесь был Вася 22», запущенного в начале июля. По словам одной из художниц, на создание проекта ее вдохновили вандальные надписи, которые можно часто встретить в горах. Девушки решили привлечь горожан к идее и предложили им поучаствовать в игре по поиску мозаичных заплаток. Для победы в квесте нужно набрать наибольшее количество васек. Это валюты, которую художницы самостоятельно утвердили в рамках квеста. Чтобы заработать их, нужно найти мозаичные заплатки на дорогах Барнаула и сфотографироваться с ними. Другой способ заработка очков – это денежные пожертвования на развитие проекта, где 1 рубль будет равняться 1 ваську. 3 победителям в качестве призов художницы создадут таблички с именами, которыми также украсят улицы города. Сама цель была изначально отвлечь от надписей на горах, где пишут «Здесь был Вася, Томск, 2000 какой-то год». И это всегда возмущало, и мы решили это перенести в позитивное русло. Поэтому, ребята, на горах не надо писать, давайте будем писать и закладывать заодно дырки. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.